Выходной день. Глава Башкортостана Ради Хабиров с очередной рабочей поездкой по региону. На этот раз отправляемся в Ишимбайский район. В мае 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал инициативу Башкортостана, и на смежной территории двух районов нашего региона, Ишимбайского и Стерлитамакского, создается особая экономическая зона «Алга». В основе проекта индивидуальный подход для резидентов. Льготы на налоги, понижающий коэффициент на аренду, другие условия. В особой экономической зоне «Алга» стройка полным ходом. Через несколько месяцев тут появятся предприятия в сфере энергетики, нефтехимии, приборостроения, легкой и пищевой промышленности. Бесспорно, это мощный толчок к развитию экономики Ишимбая, Салавата, Стерлитамака, да и всего Башкортостана в целом. Глава региона Ради Хабиров на площадке одного из будущих предприятий особой экономической зоны «Алга». Смотрите, вот наша площадка 2,8 гектара. Значит, здание 7250 квадратов. Вот вертикалка готова у нас уже. Фундаменты мы сделали все. Пойдите, пройдем. То есть первый этап мы сделали, забили 500 свай. 500 свай. Вот видите, уже под колонны все готово. Мы за лето сделали очень большую работу. То есть пока погода стояла, обвязали все сваи. Первое здание у нас 4250 квадратов с административным зданием. Это мини-завод, компактный, современный завод. Состоит из 3 корпусов. Вот первый корпус, второй корпус и третий. 2 корпуса по 1500 квадратных метров каждый. То есть отдельно литье, отдельное здание. Вот. И вот эта большая 4250, это сборка. То есть задача одна, максимально локализовать здесь производство. Все, что связано со светодиодом. Литье здесь же будет, да, Да, вот вы говорите? литье здесь. Вот административный корпус. И вот это здание 48 на 72, он придет к этому зданию. Идет, вот второе здание идет. Деньги у вас заемные, свои? Значит, объем инвестиций у нас составляет 300 миллионов рублей. Первый этап мы завершили. Сейчас сделали предложение заводам по закупке металлоконструкций, сэндвича и профлиста. То есть мы закупаемся январь-февраль. Вот наши генподрядчики, это ишимбайские ребята с большим опытом. Вот они будут делать. Когда вы хотите? Январь-февраль. Сергей, когда мы? От проектировщиков зависит, если сейчас проект досогласуют. Завершаем проект. Планируем, если проектировщики не подведут, конец января, февраль начинать первые металлоконструкции монтировать. О ваших планах когда запустить производство? Значит, второй квартал мы получаем уже оборудование. Значит, 4-й квартал 2021 года мы запускаемся. Ну, то есть к концу следующего года вы должны как запуститься. мы публично говорили. Да. Этот мы темп выдерживаем и будем это делать. Так, ладно, у нас здесь по взаимодействию все нормально, да, с вами? Ну, вопросов нет. Вот. Да. Большое спасибо Антону Фаридовичу. Решаем. Так они молодцы, вот договорились, что к Дню Республики, но может там чуть не успеют. Ну, а так у нас график уже 10 октября к вам приехать. Открыть. Хорошо. 4-й квартал. А еще там с нашим МинЖКХ строителями начали взаимодействие? Да, работаем. Вот на днях готовы, получим разрешение на строительство. Хорошо. Ладно, вы, получается, наверное, и будете первое предприятие, которое запустим. Там Аркада же, да, у нас тоже они строят. Ну, они тоже быстро хотят действовать. Но я вам точно говорю, мы ваши партнеры будем. Вы не бойтесь, вы реализуете предприятие и делаете. Помощь какая-то нужна от нас? Решайте. Ну, вроде есть вопрос, мы с корпорацией уже работаем, честно. Вроде все нормально. Ну, я в доступе всегда. Решайте. Большое спасибо. Но вы же будете и зимой строить, да, если выйдет, да? То есть У нас все готово. Да. Сейчас, панели где будете брать? ну, у нас много вариантов. И металлпрофиль, и Самара, и вот сейчас Нефтекамск рассматриваем тоже наших местных. Ну, я сторонник, берите местное. Поэтому желательно вот все-таки на это обращайте внимание. Ладно, все. Спасибо, Раиса. Спасибо. Спасибо за поддержку. Удачи. Счастливо.
Глава Башкортостана Ради Хабиров по-прежнему в рабочей поездке по региону, сейчас на территории особой экономической зоны Алга. Напомним, что на территории двух районов, Ишимбайского и Стерлитамакского, в 2021 году появятся 4 площадки, по 2 на район. Там будут созданы особые условия для резидентов. Пока в активной фазе строительства, и мы отправляемся на место будущей швейной фабрики «Аркада». Она расположена в Ишимбайском районе. Вот это швейная фабрика спецодежды. Швейная фабрика вот это Вот будет, это вот все здание, то есть вот все, что вы сейчас видите, это завод, швейная фабрика по спецодежде. А за спорт одежда? За спорт у нас вот сваи уже готовы, то есть мы готовимся забивать сваи, свайное Ага. поле. Сейчас мы подготавливаем котлован, параллельно выемку здесь берем, грунта складываем сюда обратно, обратную засыпку проводим. Сейчас на объекте мы монтируем кран, то есть у нас стрелы уже пришли. С понедельника принимаем металлоконструкцию, начинаем монтаж самого здания. Уже, да? Да. Еженедельно я же, Райфат, скидываю видео. Тоже там уже мы увидим. Да, у нас взаимодействие вместе с администрацией. Вообще очень по плану, хорошее. когда у вас, какие задачи, как себе ставите по швейной фабрике? По швейной фабрике, ну, в этом году хотим стены поставить. В этом году уже стены, да? Январь месяц мы Хорошо. хотим металлоконструкцию уже собрать. Ага. Ну, то есть в следующем году предприятие будет запущено, я думаю, Мы да? планируем оба завода в следующем году уже запустить. Уже запустить. Самое главное, по заявке наших партнеров «Аркада», значит, сейчас у нас есть ИПК, Ишимбайский профессиональный колледж, отправили заявку на 25 мест, чтобы открыли новую специальность. Вот, Министерством да, образования. то, что мы говорили, да. Ну, Поэтому- как работает? Вы местный подрядчик, да? Нет, я уфимский, я представитель генерального подрядчика Колпарстрой. Вот, но мы применяем местных людей, естественно, специалистов, которые здесь на земле. Сейчас вот они у нас находятся там, на площадке, принимают бетон. Много мусора было строительного, говорят, да? Строительного мусора на нашей площадке было достаточно, но в основном был Зеленый массив. зеленый массив, зеленый который, массив, да. Здесь вот, был лес, поросль, которая была. Поросль была, да. Да, вот ее пришлось убирать, соответственно, вот опять же спасибо администрации, они нам предоставили карьер. То есть мы здесь уже совместно работали, они нас курируют постоянно, не дают расслабляться. Ну, с Богом тогда, мы ждем тогда. Вот соревнуйтесь, потому что БК Technology говорит, что они первые ведут в эксплуатацию. Но У них здание меньше, у чем них наше. здание, у них Да, все объемы работ гораздо меньше. Да. Будем Ладно, стараться. давайте. Борис. Спасибо. 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 Удачи вам. Райф Фрич, одна площадка, вторая. Ну вот уже вырисовываются контуры площадки Алга. Да. Особо-то мало кто верил, что вот так вот. А я сказал, что до Нового года здесь уже появятся первые здания, ну, по крайней мере, стены. А в следующем году уже будет запущено предприятие. Ну вот они говорят, директор компании говорит, здесь вот будет швейный цех, здесь будут работать Да. люди, Здесь значит, здесь швейный, будут... там литейный цех, там производство светодиодов и ламп. Поэтому там нефтехимия, газопереработка. Ну, то есть практически мы практически Алгу уже заполнили. У нас немного осталось. На очереди стоят еще инвесторы. Я вот сейчас не об этом думаю. Я думаю уже о другой точке роста. Пока не определился где. Но я абсолютно не сомневаюсь, что к концу следующего года мы Алгу раскачаем. Она у нас и в рейтинге займет достойное место. Поэтому я хочу обращаться уже в правительство России еще об одной точке роста. Но пока Уже в думаю, другом конце уже в другом месте, Башкортостана. конечно, конечно. Спасибо. В Ишимбайском районе располагается одно из крупнейших современных предприятий – «Идель Нефтемаш». Его профиль – мобильные передвижные буровые установки. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Ну, у нас какая программа? Расскажу буквально пару слов о оборудовании, да, пройти в цех. И если будет время и желание, то уже подняться там 5-10 минут, что-то обсудить. Да, начнем-то? Давайте. Да. Вот. Сейчас предлагаю туда пойти в цех и непосредственно продукции показать. Кому поставляете? Ну, мы поставляем в основном буровым компании, это сервисные. Вот. Сейчас в основном нефтяные компании вывели своих подразделений, сервисные компании, отдельные направления. А вот сейчас вот в связи с этими событиями, сокращением добычи, контракты также есть у вас? Ну, вот у нас просто мы хорошо были законтрактованы в первом квартале. Вот, и это нам Не начали позволяет, пересматривать сейчас, нет? ну, вот мы законтрактовались практически до
середины следующего года. Но, естественно, что какие-то компании пересмотрели договора, что-то отсеялось. На сегодняшний день у нас договоров примерно до конца января, начала февраля. Но в то же время, если взять этот период, с марта месяца мы продали всего 2 установки новых договоров, хотя должны были продать примерно 20. То есть, потому что как вот это снижение добычи произошло, все буровые компании полностью свернули все свои инвестиционные программы. А наше оборудование, она как раз идет на развитие, на бурение новых скважин. Если с тем, что новые скважины не бурят, конечно, нас это как бы затронуло. Вот. А на экспорт не отправляете куда-нибудь там? Мы отправляли в ближнее зарубежье. Может, пойдемте в цех? Да. Эта площадка чего была вообще? Этот завод был построен в 1977 году. А как он назывался? Из НПО. Ишимбайский завод нефтепромыслового оборудования. Как раз Я практику здесь проходил. он был построен как раз под то оборудование, которое мы сейчас выпускаем. Вот это, ради Парижа, самая большая в России мобильная буровая установка. Мы единственные, кто их делает. А вот это? Давайте поздороваемся. Спасибо. Вот это или та самая? Это самая большая. Это 140-тонная, это 250-тонная установка. Она позволяет бурить скважину на глубину до 5000 метров. А мобильная применяется для разведки, наверное, да, нет? И для разведки, и для большого кустового бурения, где много скважин, чтобы они могли Вот для этой малой нефтяных компаний, наверное, тоже, да? Говорим, что Да. мало нефтяные могут это... Мы сейчас начали формировать такой пул малых нефтяных компаний. Уже первая добыча нефти была, так что появится со временем, они немножко на ноги станут. Гидравлику, двигатели где берете? Двигатели есть ЕМЗшные, то есть российские, есть катерпиллеры американские, есть Дусаны корейские. То есть в зависимости от заказчика, от его ТЗ, то есть что ему нужно. И коробки то же самое. Есть российские, есть корейские, есть американские. А гидравлику? А гидравлика? Сами полностью все делаем. Сами, да? Это сборочный цех. На 250 тонн, Ради Фарич. Да, вот самая большая в России буровая установка. Сейчас мы делаем, наверное... Самая большая мобильная буровая установка, В да? России. Вот. Единственное, даже в России нет иностранных аналогов. Единственное, сейчас китайцы, они сделали 225 тонн, но мы в феврале выпускаем 270 тонн. И в следующем году планируем сделать 300-тонную. То есть мы стараемся вперед все время идти, наверное, за счет этого мы как бы выживаем. Мы делаем то, чего другие как бы не делают. Ну, здесь произвели модернизацию, купили новые станки, литейка здесь наша мощная. Вы сейчас в одну смену, в 2 смены работаете? В одну смену, да? А сколько работает на предприятии? Примерно где-то 740 человек. 740? Да. Вы когда вошли в управление? В январе этого года. У нас, честно говоря, вот досталось наследие 77-х годов. Да? Практически предприятие все время выживало, ничего особо здесь не модернизировалось. Вот в январе мы сформировали программу развития на 5 лет. Вот, и, в принципе, начали ее реализовывать. 3 месяца мы оборудование купили примерно на 20 миллионов. Но вот этот кризис, конечно, нас заморозил все наши там идеи, затеи. И немножко мы полностью развитие все приостановили. Вот, с марта месяца просто, так скажем, на плаву. Коллектив сохранить, да? Да, чтобы просто сохранить. Так что программа развития у нас сейчас мы расписали, вот эти полгода расписали, на 5 лет подразумевает вложение примерно 900 миллионов. Мы сделали единственную в России передвижную установку, на которую ставится полностью весь буровой комплекс, и она позволяет с одного куста на другой переехать за одни сутки полностью буровой установки. Без нее буровая установка переезжает за 10 суток. А вот скажите, у вас в вашей установке Башнефть хотя бы одну взяла? Вот проблемы здесь. Ну, вот, Ни разу? честно говоря, не брали, да. У нас вот сейчас идет... А вы ходили с предложениями? Вы участвовали в конкурсе? Да, мы тендеруемся. Вот сейчас мы тендеруемся на стационарные. То есть мы идем и как бы уже рынок стационаров тоже. То есть сейчас тендер идет, ну не знаю, как бы... В повестку вот эту межведомственную рабочую группу, вот это предприятие надо поставить. 10 декабря, по-моему. 10 декабря. Вот тогда вот когда соберетесь, обязательно поставьте, ладно?
По объему отчисления бюджета района одни из ведущих. Сейчас, особенно за последний год, за последние... Вот литейка ваша, да? наверное, Да, литейка ваша? своя. Да. Полностью. То есть полностью агрегат вот вы делаете, да? Да. Сейчас у нас программа развития подразумевает модернизацию литейки и увеличение производительности в 3 раза. То есть мы хотим еще полностью весь регион продавать литье всему региону Башкирии. Здорово. Это было, конечно, до кризиса, да, вот этого. Сейчас пока все заморозили, но в планах все это есть, потому что наши площади, мощности все это позволяет делать. У них есть станки. А вот уже видно, да. Это вы уже закупали, да, станки? Да, это вот мы закупали в этом году 4 единицы чекушных станков, но раз, два, еще 3-4. И как раз потом в апреле уже грянул кризис. Так должны были закупить порядка 10 единиц. И еще порядка 30. Заемные деньги инвестируете? Нет, свои. Свои, да? А рабочие-то руки есть еще в Ишимбае? Вот это тоже такой момент, да, у нас, наверное, процентов 70 станочников, это уже предпенсионный возраст. Пожилые, да, все? Да, пожилые. И Наверное, пришли те, которые еще работал все годы, да? кто-то здесь у нас по 30 лет работает. Да, я говорю. Ага. А ПТУ остались какие-то? Есть. Ишимбайский профессиональный ИПК. А что там, какие специальности? Там станочники есть. Есть станочники? Да. Производственники Или есть. юристов готовите, как все? Нет, мы все уже отошли от этой практики. И нефтяной колледж. Это кузница кадров. Там в основном тоже получают профессиональное образование. Просто Адам Анатольевич про вас очень много рассказывал. Говорит, пришла очень энергичная команда. Мы сколько, раза 2-3 хотели приехать, у меня все не получалось. То одно, то другое было. Вот раз все приехал. Я даже не понимал, что это на площадке Узнфлоу. Смотрите, я что предлагаю? Вы там дальше собираетесь модернизацией заниматься, да? У нас целая программа была написана, мы сформировали, в принципе, в начале года. Вот, в марте приостановили, потому что ситуация изменилась. Но за эти полгода, в принципе, мы ее до конца полностью расшили. А вот суть программы какая? Суть программы полностью замена всего механического цеха. Это порядка 140 станков на 36 чекушных станков. Почему спрашиваю? Давайте вы подготовьтесь там где-то в начале декабря. Приходите ко мне на инвестчас, потому что это же станки не будут, тут, говорю, свои деньги вкладывать будете. Да. Расскажите нам о проекте. Знаете, у нас инвестчас такая, да. А мы сразу продумаем, чем мы помочь можем. Как минимум для начала. То, что если вы делаете инвестпроект, там минимальная сумма у нас какая 100 миллионов, 100 миллионов, но у вас стоит гораздо больше будет, то мы инвестиционный проект, это сразу льготы по налогу. Там, на 5 лет, да, у нас льготы идут. По дому можно лонгировать. Да. Если вы получаете льготы наши, это раз, небольшая сумма, но все равно это приятно, когда это накапливается большие. Плюс посмотрим, у нас есть, вы там с Фондом развития промышленности не взаимодействовали? Работаем, опять. Но все-таки программа. Просто у меня нет, я когда проходит через инвестсовет, она более энергично идет. И мы задействовали ФРП Российской Федерации, да. То есть давайте в декабре приходите, вы говорите, хоть сейчас все стало, но жизнь такова, все равно там определенная бюрократия, там и ваши планы, и проекты. Я вот с удовольствием вас поддержу и просто вот те предприятия, которые такое тяжелое время держат и кормят 700 человек, и особенно если это машиностроение, поэтому очень-очень поможем вам. Мы договорились с вами, значит, встречаемся на инвестчасе в первой половине декабря. Вот у вас будет дней 20 времени, чтобы вы подготовились и пришли нам, рассказали ваше видение. Еще раз говорю, нам от вас ничего не надо, вы нам расскажете ваше видение, а мы вам скажем, можем вот это помогать. Так что вот с Рустам Хамидовичем и Александром Николаевичем работаете. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое, да. К современным башкирским дворикам в селах и городах республики уже привыкли. Заданные стандарты – резиновое покрытие на детских площадках, освещение, удобные скамейки, деревья, кустарники в зонах отдыха – становятся нормой обычного уровня благоустройства. Но к этому направлению по-прежнему повышенное внимание.
Важно, чтобы работы выполнили в срок, качественно и надежно. В рамках рабочей поездки по Ишимбайскому району глава Башкортостана Ради Хабиров в одном из дворов по проспекту Ленина в городе Ишимбае. Это вот это сейчас, да? Да, вот этот дворик. Вот начало вот здесь, Рафач. Вон конец, вон где вот пятиэтажный дом есть. Ух ты. А, ну тут садик еще, да? Да, это старое еще, которое было. Вот. Специально родители попросили оставить тут песок. Песок, вот здесь, да. Это все запротоколировано. Все сказано. Дальше вот здесь у нас. Здравствуйте. Здрасте. Ага, вот эти родители. А, вот так мы пойдем? Да, вот. Вот здесь. Вот это все уже начинается уже по новой программе. Это Юля. Здравствуйте. А здесь? Хоккейный дворик. Зальете лед, да? Здесь асфальт. А, ну а лед же будете заливать? Да, будем заливать обязательно. То есть хоккейная коробка, да? Да, хоккейная коробка будет. А так можно играть, да? Да, первый и единственный в рамках башкирских двориков. Можно играть. Уже дети наши облюбовали это место. Каждый день выходит. Есть сформирована своя футбольная... Нет, хоккейная. Пока футбол играет. Пока футбол играет, да. Но это хоккейное, предназначение хоккейное. Вот мафы. Ну, приходят дети соседних дворов, тоже говорят. Да, сделайте нам. Да, сделать. Вот. Здесь все по проекту, как наши дворы, Райфач, в отличие от других городов, все прошли госэкспертизу. Это как? Да, то есть мы успели в феврале месяце пройти государственную экспертизу. Ага. Вот поставили вот такие эти... Ага. Вот, поставили вот такие спортивные тренажеры. Вот. Здесь... О, да. Ну, это все новое, все новое. Я понял. Он там где ТП, вот эта площадка. Очень довольны. Ну и слава богу. Спасибо вам большое. Вообще. Так я не пытал сейчас, говорю, что бы еще добавить. Нет, хорошо. А я понял, вы прям не знаете. растерялись в этом году. По имени отчеству я понял. Настолько много всего у нас в этом году здесь появилось, что даже вот глаза разбегаются. До 24 года тут мы все переделаем. Спасибо вам Так что большое. живите очень счастливо. рады. И Спасибо. дети очень рады. Спасибо. Спасибо. Даже еще это сделал, да? Оставили. Это было, наверное, да? Было. Жители сказали оставить, потому что были планы. Единственное, поставили новые скамейки. Вот у нас таких дворов с подиумом где-то 6 на территории города. У нас есть еще многоквартирные дома на территории других муниципалитетов. Петровский, Сайранский сет. Мы там самые убитые, там тоже делаем. То есть не только пределы города. Поэтому вот все вот эти выделенные средства. На следующий год с этими управляющими компаниями договорились о том, что они тоже будут участвовать методом софинансирования дополнительно. Республика где-то район выделяет, и управляйки тоже подключатся к этому процессу. Ладно. Рафич, Ишимбай очень меняется, по сути, выравнивается ситуация. Во многих направлениях, я бы сказала, даже прорыв. Вы как оцениваете? Да, Ишимбай действительно начал меняться. Но я как говорю, у нас есть еще там 3-4 года, чтобы радикально все изменить. Поэтому вот там в 2022 году будет большое событие, связанное с юбилеем первой ишимбайской нефти. И к этому мы с Башнефтью сейчас ведем переговоры. Хотим завершить благоустройство наиболее значимых объектов в Ишимбае. Там площадь перед открывателем нефти, 2 основных сквера. Но вопрос другой, что самое главное для Ишимбая, что произошло, то, что мы именно здесь открыли особую экономическую зону. Вот мы сегодня были, где 2 швейных производства, да, 2000 рабочих мест. Я вот сейчас переживаю, как бы мы вообще там не начали испытывать сложности с рабочей силой, да. Ну, пока вот так вот, это самое главное. Будет точка притяжения. Да, конечно. Спасибо. Спасибо.